Башкирский государственный педагогический университет имени Мифтахиддина Акмуллы имеет полувековую историю и традиции. Университет был образован в 1967 году. За эти годы вуз стал лидером педагогического образования, крупнейшим научным и социокультурным центром Башкортостана. С ноября 2018 года университет возглавляет Салават Талгатович Сагитов. На сегодняшний день по различным направлениям в вузе обучаются более 19 тысяч студентов. Образовательный и научный потенциал позволяет университету быть одним из ведущих центров развития педагогического образования России. Одновременно с педагогическим профилем в Акмуллинском университете готовят переводчиков, дизайнеров, тьюторов и дефектологов, IT-специалистов и инженеров, биологов, генетиков и экологов. Кроме этого, ведется подготовка по новым компетенциям. Вуз готовит менторов, игромастеров и социальных предпринимателей. Активно развивается научное направление. Разрабатываются инновационные проекты в сфере фундаментальной и прикладной биологии, в областях альгологии, генетики, нанотехнологии, математики, астрофизики, психологии, филологии и педагогики. Ученые университета регулярно становятся обладателями грантов на научные исследования. Осенью 2019 года руководство Башкортостана поддержало предложение вуза о создании на базе БГПУ научно-образовательного центра современных математических исследований. В университете действует федеральная площадка по углубленному изучению истории и культуры ислама. В БГПУ включен в состав сетевого университета Шанхайской организации сотрудничества. Совместные сетевые проекты и взаимодействие со странами набирают обороты. В состав УШОС входят десятки вузов России, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана и других стран. Студенты, обучающиеся по программе университета ШОС, имеют возможность продолжить образование в иностранном вузе-партнере и получить 2 диплома. Сегодня в университете обучаются студенты из разных стран – Колумбии, Китая, Камеруна, Египта, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана и других. Акмуллинский университет – опорный вуз России по продвижению русского языка в страны ШОС по программе «Послы русского языка в мире». Налажено активное сотрудничество с республиканской общественной культурно-просветительской организацией «Альянс Францесс». Волонтерский центр является одним из лучших в республике. Его деятельность имеет широкий спектр направлений – от событий международного уровня до стройотрядов и поискового движения. В вузе уже много лет действует Республиканский центр подготовки вожатых «Перспектива». За отличную учебу и за достижения в науке, общественной жизни и спорте студенты получают именные стипендии. В университете созданы все условия для творческого развития студентов. С будущими молодыми специалистами и учителями работают профессионалы своего ремесла. Наши начинающие артисты выступают на лучших площадках республики, страны и мира. Творческие коллективы Акмуллинского университета успели покорить сердца не только зрителей Башкортостана, но и зарубежья. Спектакль Народного театра «Корос» посетил глава Республики Башкортостан Ради Хабиров. Наши студенты являются постоянными участниками всероссийских и международных форумов и фестивалей. Работает физкультурно-образовательный центр «Аванта». Это современная, хорошо оснащенная база для практик и различных мероприятий. Гордость университета – спортивно-оздоровительный комплекс с большим бассейном, тиром, спортивными и тренажерными залами. Студенческий городок БГПУ является одним из лучших в республике. В приемной кампании 2021 года средний балл был равен 68,7. Конкурс составил 11,5 человек на место. Абитуриентов ждут 1765 бюджетных мест. В новом учебном году прием документов начнется 20 июня. Ежегодно в университете проводится Акмуллинская олимпиада, по итогам которой школьники получают дополнительные баллы при поступлении. До встречи в Акмуллинском университете! Добрый день! Башкирский государственный педагогический университет имени Мифтахиддина Акмуллы приветствует вас на первом дне открытых дверей этого года.
Сегодня в студии с вами буду я, Илюшина Наталья Степановна, начальник управления рекрутинга и карьерного развития. И сегодня мы с вами поговорим о том, как выбрать профессию, выбрать ЕГЭ и как поступать в 2022 году. Слово для приветствия я предоставляю первому проректору Мустаеву Алмазу Флюровичу. Добрый день, уважаемые участники нашего онлайн-совещания, мероприятия, будущие абитуриенты и родители. Я вас приветствую вот на такой онлайн-площадке Акмолинского университета. И прежде всего, конечно, я всех поздравляю с Новым годом, который у нас наконец-то наступил, уже старый Новый год прошел. И я вам желаю, чтобы в этом году вы реализовали все свои намерения, пожелания, связанные с выбором профессии для 11-классников. И вообще этот год был для нас и для вас успешен. Почему мы проводим именно сегодня, вот в это время? Потому что очень скоро, 1 февраля, надо будет окончательно определиться с набором ЕГЭ, с выбором тех предметов, которые 11-классники будут сдавать в виде ЕГЭ. И хочу сказать, что это вопрос очень важный, на него надо обратить внимание, посоветоваться с родителями, потому что каждый год, когда мы проводим приемную кампанию, появляется достаточно большое количество людей, которые жалеют о том, что они выбрали недостаточное количество, как правило, предметов для сдачи ЕГЭ, потому что вот этот набор, он будет определять те направления, те университеты, в которые вы сможете подавать документы и участвовать в конкурсном отборе. И, конечно, здесь очень важно посмотреть на ситуацию внимательно на тех сайтах университетов, нашего университета, других университетов, куда вы будете подавать документы, с тем, чтобы этот набор максимально был для вас полезен, и вы имели большие возможности, поскольку правила приема изменились, и сейчас не просто там 3 предмета, но есть выбор. Во многих вузах он отличается. Об этом Наталья Степановна проговорит, поэтому вот весь смысл нашего, скажем так, мероприятия мы хотели как раз подсказать, как правильно выбрать набор ЕГЭ. И еще мы бы хотели обратить внимание, как подготовиться, не бояться ЕГЭ, потому что для вас, для всех, для нас это стресс, но надо максимально подготовиться, чтобы вы эффективно подошли к сдаче, были готовы и получили максимально баллы. Вот это, наверное, наша общая цель, задача. Кроме того, мы вам расскажем о тех изменениях в правилах приема, которые в 2022 году нас ожидают. Они есть, их нужно знать. Ну и Наталья Степановна проведет такой марафон ответов на вопросы. Я думаю, главное мероприятие в этом заключается. Вводная часть будет небольшой. Для того, чтобы все вопросы, которые у вас есть, не стесняйтесь задавать в чате. Наталья Степановна будет отвечать до последнего вопроса. И вот все те опасения, может быть, сомнения, которые у вас есть, вы, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте. Что касается, как бы немножко анонсирую другие мероприятия на базе нашего университета. Во вторник, 18 января, для нас это важное мероприятие, потому что с этой даты мы начинаем отчет «История педагогического института». 55 лет нам исполняется, и с 9 утра, точнее 8:45, начнется лекториум знания, где совместно с обществом знания наши ведущие ученые, преподаватели, цикл интересных коротких лекций, научно-популярных представят. Пожалуйста, если у вас есть время, желание, на сайте есть ссылочка, вы можете посмотреть. В YouTube-канале будет трансляция прямая, потом будет запись. Кроме того, 15 января истекает срок отбора в Акмолинскую олимпиаду. И если вы еще не участвовали, и сегодня еще можно попробовать пройти в отборочный этап. Почему мы обращаем внимание? Эта олимпиада вошла в перечень олимпиад Министерства просвещения. Вы можете получить дополнительные баллы при поступлении в наш университет, университеты республики и России. Пожалуйста, не упускайте эту возможность. На данный момент свыше 6 тысяч школьников зарегистрированы.
не только по республике, но и по соседним регионам. И кроме того, я бы хотел сказать, что обязательно в феврале, в марте мы будем проводить очные, мы пока планируем, если позволит ситуация, этапы, уже те, кто отберутся, пройдут вот этот этап по дисциплинам, по отдельному графику, будут приглашены и пройдут следующий этап. И кроме того, мы обязательно продумаем мероприятия по знакомству с педагогическим университетом, с современными площадками, очень интересными, с технопарком универсальных педагогических компетенций, которые мы открыли буквально в этом году. Ну и кроме того, для учащихся психолого-педагогических классов будет отдельная программа, отдельное мероприятие очень интересное. Мы также обращаем внимание студентов колледжей, то, что есть возможность поступить в педагогический университет на сокращенные программы, получить образование, достойное, хорошее образование. И кроме того, тоже я могу рекомендовать, университет выделяет достаточно большое количество мест для целевого приема, это свыше 200 мест в целом по вузу, отдельный конкурс на эти направления по этой квоте. И по республике большая потребность в педагогических кадрах, в том числе в городе Уфе. Поэтому Наталья Степановна об этом подробно расскажет. Есть возможность обратиться к нам, и мы вам поможем даже и подскажем, где и как получить направление на целевой прием. Еще раз я поздравляю с наступившим учебным годом. Пусть он для нас будет плодотворен. Будем здоровы. Спасибо. Большое спасибо. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и можно будет свои вопросы, какие-то непонятные моменты написать, мы обязательно на них ответим. И хотела бы уже перейти к следующему своему гостю и пригласить в студию педагога-психолога высшей категории, кандидата психологических наук, доцента кафедры возрастной и социальной психологии Шурухина Галина Анатольевна. Добрый день. Здравствуйте. Да, как вы знаете, уже было сказано, что до 1 февраля ребята должны выбрать перечень предметов для ЕГЭ. Соответственно, определяет этот перечень будущее, профессию, которую им предстоит освоить. И подскажите, пожалуйста, а на что сейчас стоит обратить внимание при выборе профессии? Как не ошибиться с выбором? На что сейчас главное обратить внимание и детям, и родителям? Я приветствую всех, кто сейчас присутствует на нашем мероприятии, и хочу сказать следующее. При выборе профессии в любом случае вы каким-то образом уже, наверное, большинство определились, но выбирать профессию нужно по следующим параметрам. Во-первых, то, что нравится, чем нравится заниматься. Иногда это даже бывает какие-то дополнительные формы обучения, куда ребенок ходит или посещает. Может быть, это какие-то спортивные секции, художественной направленности. Но это первое, что то, что нравится, чем нравится заниматься. Второе, естественно, хорошо, если это сочетается с востребованностью профессии. Каким образом мы смотрим или нужно смотреть востребованность профессии? Во-первых, постоянно идет мониторинг востребованности профессии с учетом страны, республики, города. И это тоже нужно учитывать. То есть, какая профессия востребована. Но вообще по разным мониторингам можно сказать, что, конечно, на первом месте сейчас IT-технологии идут. Но какую бы профессию ни выбрал человек, владение компьютером, персональным компьютером на высоком уровне, оно это и предполагает. Также какие характеристики должны быть в настоящее время у современного специалиста? Во-первых, мобильность, творческое мышление, умение адаптироваться к любой ситуации, нестандартной ситуации. Умение творчески подходить к решению каких-то задач, которые ставит жизни или руководство перед этим человеком. Естественно, владение иностранными языками. Именно
именно языками уже, так как английский язык предполагает владение уже на уровне выше среднего. И в этом плане, как раз если в основе идут IT-технологии, много различных других профессий, которые в настоящее время могут быть востребованы. Еще раз, каждый раз идет мониторинг, и вы должны как бы постоянно быть в русле этого и анализировать, что для вас близко, что востребовано и что вы можете реализовать. А вот как вы считаете, вот обычно выбирают примерно одно направление и вот идут как бы готовясь туда. Правильно ли эта стратегия? Или лучше иметь несколько вариантов, да, 2-3 профессии рассматривать и уже готовиться к ним? Вот ваше мнение, что лучше? Ну, я хочу сказать, что мое мнение, субъективное, может быть, мнение, что все-таки нужно как бы несколько направлений, чтобы было, но, опять же, может быть, они должны быть смежные, потому что, готовясь к ЕГЭ по нескольким предметам, в любом случае, с одной стороны, выпускник подстраховывает себя, с другой стороны, он иногда приходит сожаление, что а почему я вот этот предмет еще дополнительно не выбрал, потому что, ну, вот на эту специальность нужно сдавать то, что я не сдавал. Поэтому здесь нужно очень хорошо продумать, и идя по основному направлению, что еще можете вы взять дополнительно по ЕГЭ, для того, чтобы, ну, если вдруг придется еще и в другом направлении, близком к первому, ну, и что-то делать. А вот какие вы можете порекомендовать тесты, да, например, которые есть в свободном доступе, да, вот может пройти ребенок, чтобы лучше себя понять и понять свои склонности? Есть какие-то вот такие, конечно, не очень сложные методики, которые каждый ребенок может пройти? Конечно, таких тестов очень много, и вы можете просто набрать в поисковике тесты по профориентации и, ну, несколько тестов пройти. Мне нравится, и, по крайней мере, вот часто используем в работе тест Климова по профориентации. Да, тест. Потому что 5 направлений именно которые, ну, вообще существуют по жизни и которые может человек выбрать. Он очень быстрый, мобильный, тем более как раз в онлайн-формате, ну, в течение нескольких минут вы отвечаете на него и уже понимаете, в каком направлении вы можете двигаться. Но, к сожалению, не все понимают, что, проходя тесты по профориентации, не везде и особенно вот по требованиям настоящего современного мира, да, указаны профессии, которые, ну, подходят вам. То есть, например, по Климову направление человек-человек. И получается здесь очень большое разнообразие профессий. Но самое главное, что здесь какие характеристики? Человеку нравится общаться с другими, да, то есть развитые коммуникации. Он любит выстраивать вот этот вот процесс коммуникативный. И неважно, в какой сфере он будет. Если вот это, допустим, у него больше баллов набралось по этому направлению, и он выбрал профессию, соответствующую этому, то можно спокойно идти как раз в этом направлении. Если же человек более закрытый, мы говорим интроверт, да, ему, ну, сложно или дискомфортно постоянно находиться в коммуникативном процессе, значит, у него, естественно, баллы покажут в каком-то другом направлении. То есть, может быть, человек природа, может быть, человек техника, но это в зависимости от индивидуальности. Хочу сказать, что если кто-то хочет индивидуально проконсультироваться, также при нашем вузе есть как раз центр по профориентации, где также проводят и тестирование, и еще индивидуальное собеседование. Хочу сказать, ну, довести до сведения, что нет ни одной профессии, которая всегда была бы в плюсе, только было бы все супер, только было бы все хорошо. В каждой профессии есть и теневая сторона, да, мы говорим тень, то есть фигура и фон, то есть положительные и недостатки или минусы. И что для вас первично, это важно. Если мы возьмем любую профессию, ну, например, профессию психолога, плюсы какие? Это помощь людям в каких-то сложных ситуациях, это работа над личностным ростом, повышение самооценки, уверенности в себе, умение ставить цели, достигать их и так далее, и так далее. С другой стороны, это все-таки постоянная работа с людьми, это может быть наступить быстрое выгорание и так далее, и так далее. Все-таки что привычно или что для вас более значимо? Первое, да, плюсы, или вы говорите, да, не буду, зачем мне там в других каких-то проблемах разбираться. То есть вы так и выбираете. И любую профессию, которую бы
вы не взяли. То же самое, и если вы пошли по IT-технологиям, с одной стороны, вы супер, вы можете общаться со всем миром и так далее, и так далее. С другой стороны, целый день за компьютером, это тоже здоровье. Как вы распределите это время и каким образом будете поддерживать свое здоровье? Мгм. Ребята, я хотела обратить внимание, что раз мы работаем в прямом эфире, возможно, уже есть вопросы к психологу, мы можем сразу на эти вопросы ответить. У меня еще такой каверзный, наверное, вопрос. Да, очень часто в процессе поступления возникают конфликты у родителей детей. Да? Родители настаивают на том, чтобы ребенок, например, продолжил династию врачей, учителей. Ребенок не хочет. Как разрешить такие конфликты? В чем плюсы, когда родители настаивают, да, на каких-то таких своих профессиях, и когда там ребенок начинает бунтовать, да, и не идет. Как решить вот эти конфликты? Совершенно верно. Вот такие моменты, они очень часто происходят, особенно когда династия, как раз профессия из поколения в поколение передается, и как раз семья находится вот в этой профессии. Но, к сожалению или к счастью, не всегда семья врачей передается, и обязательно пойдет ребенок по стопам родителей. Семья юристов, неважно, какая профессия. То есть это не всегда бывает хорошо. И получается следующее. Если все-таки родители настаивают и убеждают ребенка, что нужно идти вот в этом направлении, и ребенок хочет, потому что он с детства в этой атмосфере, когда родители там делятся, что-то вот рассказывают, объясняют и так далее. Но здесь как бы проблем нет. Но с другой стороны, если родители хотят, а у ребенка не лежит к этому душа, и он вот ни в какую не хочет, здесь события развиваются как бы в двух направлениях. Первое, все-таки родители убеждают, настаивают, давят, и ребенок идет именно туда, в то учебное заведение, на котором настаивают родители, на ту специальность. И получается следующее. Проучившись какое-то время, он, естественно, студент может втянуться в этот процесс, и ему действительно начинает нравиться. И он говорит родителям: спасибо большое, что вы настояли на том, чтобы я пошел вот в этот вуз, на эту специальность. Второй сценарий или второе направление развития ситуации, что по настоянию родителей выпускник поступает в тот вуз или на ту специальность, которую, в общем-то, ему навязывают родители. И получается, проучившись год, проучившись 2, он понимает, что это не его, он просто психологически насилует себя или идет чтобы только не ссориться, не конфликтовать с родителями, потому что родители иногда ставят очень жесткие рамки. Мы перестанем финансировать, перестанем поддерживать. И получается, все-таки он учится. И заканчивая этот вуз, он, выпускник вуза, он часто кладет диплом перед родителями на стол и говорит: все, теперь я буду учиться именно в том направлении, в котором мне нравится, в котором я хочу. И здесь, как найти компромисс? Как найти компромисс? Получается следующее. Если все-таки родитель убедил вас и выпускника, и он идет по стопам родителей, да, или принимает рекомендации по получению профессии, ту, которую ему навязывают родители, а ему не нравится. Но, опять же, много что. Хорошая зарплата, там хорошее место и так далее, и так далее. Здесь, получается, нужно... А у него творчество, например, у этого ребенка творчество, у студента. Значит, нужно каким-то образом компенсировать или прийти в равновесие. То есть он учится по техническим специальностям, но ему нравится танцевать, петь и так далее. Тогда он может этим заниматься в вузе, в дополнительных каких-то формах образования, секциях, кружках, и компенсировать то, что ему не будет уже доставать. А потом впоследствии уже сам примет решение. Второе, все-таки это больше относится к родителям. Если на 2-м, 3-м курсе, а учиться 5 раз, вы видите, что ваш ребенок ни в какую, а порой это достигает неврозоподобных состояний или даже неврозов, вплоть до помещения в больницу на лечение,
то все-таки можно перевестись на какой-то другой факультет или другой вуз. В настоящее время это доступно и возможно. Но если же все-таки студент учится и уже перед окончанием, когда осталось там 30% до завершения обучения, понимает, что это не его, все-таки нужно вот этот вот маленький кусочек, что называется, пути дойти и получить диплом. Потому что, не дойдя вот эти 30% до финиша, формируется неудовлетворенность у человека. Получив диплом, тогда вы уже планируете, допустим, магистратуру по тому профилю, который вам для души, который вам нравится, или какое-то другое направление, может быть, переподготовка или другой бакалавриат. Поэтому именно так. Мгм. А вот что можете еще посоветовать, да, вот, сейчас будет у школьников так много стресса, да, в жизни, и подготовка к ЕГЭ, дополнительные занятия, занятость, да, и нужно как-то еще жить, жизнью своей заниматься, да, какие-то увлечения, хобби, да. Вот как в этот период стоит себя вести, да, на что обратить внимание, может быть, в плане здоровья, да, какие-то такие советы, чтобы ребенок, не сошел с ума, да, и сохранил здоровую психику вот в этот период, в период поступления, сдачи ЕГЭ, и был счастлив и здоров. Но вот этот вопрос, он прямо актуальный в настоящее время и вообще в период, когда начинается подготовка к ЕГЭ. То есть сейчас уже все школьники выходят на финишную прямую, можно сказать так. О чем я хочу сказать? Что получается, при подготовке к сдаче ЕГЭ можно выделить несколько этапов. Это непосредственно подготовка, это сдача ЕГЭ, и уже период после сдачи ЕГЭ. И получается подготовка. Наверное, уже подавляющее большинство с 10 класса начали готовиться, по крайней мере, хотя бы приблизительно они знают, куда они пойдут учиться, чем они будут заниматься. То есть подготовка идет. Сейчас, выйдя на финишную прямую, вы понимаете, что с одной стороны нужно усилить вот эту подготовку, с другой стороны нужно еще и поддерживать уровень по другим дисциплинам, чтобы не упустить их и чтобы достойно тоже в аттестате были оценки. Поэтому первое, что нужно сделать, это все-таки пересмотреть свое время, которое у вас расходуется на те или иные виды деятельности. То есть, получается, научиться управлять своим временем. Иными словами, тайм-менеджмент. Для этого нужно просто провести хотя бы несколько дней, а лучше неделю, именно фиксацию того времени, на что оно тратится. Потому что больше 24 часов в сутках нет. А выпускник, в первую очередь, он еще должен и высыпаться, и готовиться к урокам, и плюс еще заниматься с репетитором или дополнительно сам для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ. И получается, когда вы проведете хронометраж своего времени, полностью фиксируя, чем вы занимаетесь, вы увидите неэффективно использованное время, то есть время, которое просто вы ничем не занимаетесь или тратите впустую. Обычно это очень часто бывает в гаджетах времяпровождения бесцелевое, или еще там какие-то моменты, когда посторонние люди или посторонние моменты отвлекают. Поэтому, когда вы проведете хронометраж, вы увидите, как, из всего количества времени выбрать время или увеличить время для подготовки к ЕГЭ. Это первое, не уменьшая количество сна. Второе, конечно же, планирование. Когда вы будете планировать, то тоже это будет очень эффективно для того, чтобы усилить подготовку к ЕГЭ, и опять оставаться в норме в физическом состоянии. Третье – это, естественно, питание, чтобы было достаточно витаминов в продуктах и чтобы вы поддерживали именно свой физический уровень. Четвертое, а может быть четвертое – это и первое, потому что это психологическая поддержка. То есть психологическая поддержка в первую очередь от родителей, которые ни в коем случае не должны постоянно давить на своего выпускника и говорить: ты не
сдашь, ты не поступишь, не поступишь. Получается, вы уже заранее программируете своего ребенка на неудачу. Здесь нужно поддерживать. Это первое. Второе, ну, во-первых, мотивация самого себя. То есть мне нужно, для чего это нужно, чего я добьюсь. То есть это в том числе работа с целями. Ну и третье, здесь, конечно же, роль играют и учителя, которые тоже должны психологически поддерживать и все-таки создавать положительную мотивацию для того, чтобы выпускники, ну, выпустились, да, и успешно сдали ЕГЭ. Это непосредственно подготовка в процессе. Также организация рабочего места. То есть каким образом нужно организовать рабочее место? Ну, во-первых, чтобы температура воздуха соответствовала, чтобы это было не душное помещение, чтобы достаточно было освещения, чтобы вы определили, сколько времени вы работаете, потом делаете перерыв, какие-то упражнения, да, для глаз, для мышц. Ну, это уже у каждого свое, чтобы обязательно учеба перемежалась с каким-то отдыхом. И вы знаете, что все-таки после 2 часов непрерывного обучения снижается продуктивность, поэтому или 45 минут и делаете перерыв, или 1,5 часа делаете перерыв. Естественно, прогулки на свежем воздухе для того, чтобы получать достаточное количество кислорода для активизации работы головного мозга. Ну, это вот как раз об этом. Следующий момент, именно непосредственно сдача ЕГЭ. Ну, во-первых, вы знаете, что сдача ЕГЭ – это нестандартная ситуация, которая вызывает стрессовое состояние у всех, начиная там от учителей, родителей и, конечно же, больше всего стресса получает сам выпускник. Что нужно сделать для того, чтобы, ну, минимально испытывать стресс? Потому что как бы вы ни готовились, все равно волнение будет, все равно будет тревожность некая. Но чтобы это было минимально, что нужно делать? Вообще эта подготовка ведется уже заранее и в рамках школы в том числе. То есть, смотрите, для того, чтобы нестандартная ситуация не так сильно влияла на ваше психологическое состояние, нужно, чтобы эта нестандартная ситуация повторялась, ну, почаще. Ну, в принципе, как почаще? То есть, смотрите, у вас идет тренировочный ЕГЭ в школе, да, то есть вы уже понимаете, как это будет все происходить. Также вы участвуете в различных олимпиадах, конкурсах и так далее. Это тоже своего рода подготовка к ЕГЭ, потому что вы в нестандартных ситуациях. И если вы это будете чаще делать, то уже снизится процент или уровень вот этого волнения, вот этого стресса. Далее, когда человек испытывает стрессовое состояние, что с ним происходит? Происходит нарушение дыхания. Когда дыхание нарушается, то иногда это просто даже незаметно, то получается то количество кислородов, которое поступает через дыхание в кровь и головному мозгу, оно уменьшается. Поэтому человек не всегда объективно может регулировать или реагировать вообще на то, что вокруг него. Поэтому задача каждого – научиться правильно дышать для того, чтобы снизить вот свое волнение и чтобы достаточное количество кислорода поступало через дыхание, через дыхательную систему в кровь и, естественно, в полушарие головного мозга. Поэтому элементарные упражнения. Ну, допустим, когда вы собираетесь идти уже там на ЕГЭ или уже когда подошли к рамке вот этой, которая проходит, да, или когда сели, то есть дыхание такое, медленно, без поднятия плечей, вы начинаете дышать на счет 5, медленно, 1, 2, 3, 4, 5. Но это я руку поднимаю, вам это не обязательно делать. Затем 2 раза задержать дыхание. 1, 2. Медленно выдыхаем на 5 раз. 1, 2, 3, 4, 5. На 2 раза задерживаем дыхание. 1, 2. Также можно количество как раз вдохов делать на 7 раз, на счет 7. И тоже 2 раза задерживаем, на 7 выдох и 2 раза задержать. Кому как удобно, на 5 или на 7. И получается, сколько раз делать, вы тоже зависит индивидуально от человека. Это может быть от 7 раз до 9, может быть кому-то больше. Поэтому сейчас до сдачи
вот ЕГЭ непосредственно, постарайтесь определить то количество раз вот именно дыхательных упражнений для того, чтобы понять, какое количество для вас эффективно. Упражнение эффективно, и в любом случае вы можете его использовать, в том числе и на уроках или в каких-то нестандартных ситуациях, для того, чтобы понять, как оно работает и сколько раз вам нужно вдохнуть и выдохнуть для того, чтобы почувствовать себя более спокойно. Это первое. Второе, психологическая рекомендация. Нужно снизить значимость происходящего. То есть получается, если вы уже были на пробном ЕГЭ и сдали его, если вы участвовали в различных олимпиадах, конкурсах и так далее, то получается, сам процесс ЕГЭ можно снизить значимость каким образом? Представив себе, что это тоже такая же там контрольная работа или там пробная ЕГЭ в школе, тогда вы быстрее успокоитесь и быстрее вспомните то, что вы знаете, то, к чему готовились. Потому что когда человек в спокойном состоянии, то, что он учил, это всегда вспоминается, это всегда приходит воспоминания, и вы отвечаете правильно на вопросы. Если же вы долго не можете успокоиться и находитесь в таком вот неврозоподобном состоянии, к сожалению, очень сложно что-то вспомнить. Но опять помните, вспомнить можно только то, что вы учили. Если вы ничего этого не учили, то вспомнить то, что не знаете, очень сложно. А шпаргалки писать стоит? Шпаргалки, смотрите, что такое шпаргалка, если мы подойдем к этому как бы с другой стороны. Шпаргалка – это мини-конспект, и поэтому, если вы, готовясь, пишете шпаргалки именно для того, чтобы закрепить свои знания, а это как раз идет на закрепление, то это здорово. Но если вы несете на экзамен, хочу сказать, не стоит рисковать. Я против всегда этого. Почему? Потому что, когда человек пришел со шпаргалкой на экзамен, что происходит с ним? Взяв билет или там, отвечая на вопрос, он судорожно начинает вспоминать, где у него эта шпаргалка, где у него она лежит. Потом он начинает думать, а как ее достать, чтобы никто не увидел. Тем более это чревато под камерами и подо всем остальным, что человека удалят с экзамена. И это будет хуже вариант, нежели вы ответите с меньшим количеством баллов. Поэтому вы можете дома написать, но можете их как раз и оставить дома. То есть это вот так. Второй вариант, как бы написания шпаргалок, или, уж я так утрированно говорю, шпаргалок, это блок-схемы или ментальные карты. Когда вы, прочитав какую-то тему, схематично отвечаете по этой теме или основные моменты отмечаете, как раз составляя блок-схему или ментальную карту. Как их составлять? Наберете в поисковиках в интернете. Это очень хороший метод для закрепления материала. Его можно использовать вообще с 1 класса, и тогда ребенок привыкает, и он уже не пишет конспект, по заданию, по ответам на вопросы, а быстро блок-схему, опорные слова, и может ответить на те вопросы, которые задаются. Угу. Это вот все касалось то, что к школьникам. А как успокоить родителей? Какие можете дать советы, чтобы они не нервничали лишнего, в этот период, и, соответственно, на детей тоже не оказывали такое негативное влияние? Что им можно посоветовать? Уважаемые родители, я хочу сказать, что каждый из вас, наверное, в свое время проходил эту ситуацию при поступлении. Пускай это было не ЕГЭ, а может быть уже сейчас поколение ЕГЭ идет. В любом случае идет волнение. Ваша задача, что набраться терпения в каком плане, чтобы не давить на своего ребенка и не ввести его в стрессовое состояние раньше времени, потому что иногда процессы бывают необратимые, к сожалению, и жизнь человека не стоит, допустим, даже сдачи ЕГЭ в самый престижный вуз. Это первое. Второе. Упражнения на дыхание вы можете использовать также и по отношению к самому себе, чтобы успокоиться. Второе. Попробуйте для себя, естественно, без своего ребенка, выполнить следующее упражнение. А что вообще будет, если ваш ребенок не сдаст ЕГЭ по какой-то дисциплине? Вообще что будет? Что изменится? И если вы найдете
хотя бы 5 нейтральных ответов, а если положительные ответы, то это еще лучше, то вы поймете, что в принципе ничего не произойдет. Но не сдаст он ЕГЭ и не сдаст. От вас зависит, как он будет вести себя после этого. И каждый хочет, чтобы ребенок остался жив, здоров. И поэтому, если не сдал, значит тогда другие задачи, другие цели для достижения большой цели, которая стоит перед вашей семьей по обучению своего ребенка. И это может быть очень разнообразные какие-то варианты. Опять же, если какие-то другие ЕГЭ сдал, то значит в этом направлении идти. Или идти в колледж на базе, допустим, 11 класса. Там обучение гораздо короче. И я знаю несколько таких случаев, когда ребенок не сдал ЕГЭ, пошел в колледж, и потом был очень доволен именно тем, что он пошел в колледж и выбрал эту специальность. А высшее образование можно всегда получить как раз по заочной форме обучения. Поэтому все будет зависеть и от вас, и психическое здоровье вашего ребенка, ну и успешность в том числе, конечно же, не на 100%, но тоже будет иметь место от вашего и зависеть от вашего поведения. Если вы испытываете особую тревогу, то можно слушать релакс, можно прийти на консультацию к психологу для того, чтобы научиться саморегуляции своим состоянием. Потому что, еще раз хочу заверить, что жизнь и здоровье своего ребенка, она намного значимее, нежели сдача ЕГЭ и поступление в какой-то вуз. Хотя это тоже очень важно. Большое спасибо за советы, Галина Анатольевна. А сейчас мы перейдем уже к вопросам, связанным с поступлениями. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и можно написать свои вопросы, они вот уже поступают, я обязательно на все вопросы отвечу. А сейчас можно запустить уже мою презентацию, и я с вами поделюсь теми лайфхаками, которые помогут вам при поступлении. И в том числе они будут такие универсальные, можно будет пользоваться не обязательно только при поступлении в наш университет. Начать я бы хотела с того, какой у нас замечательный университет. Нам есть чем гордиться. Как уже было сказано, 55 лет нашему университету буквально на днях исполнится. И наш университет за эти годы вошел в сетевой университет ШОС. Мы гордимся тем, что являемся опорным вузом по продвижению русского языка. У нас очень шикарные мастерские WorldSkills. Это стандарты, мировые стандарты рабочих профессий. На каждом факультете они есть. И как уже сегодня тоже было анонсировано, у нас есть наша новая гордость. Это наш технопарк универсальных педагогических компетенций, который будет торжественно тоже вот скоро открыт. Мы обязательно вас всех тоже туда пригласим. Будет очень много мероприятий на базе этой новой территории. Ну и, конечно же, наш университет, вот тоже был один из вопросов уже в комментариях, Акмолинский университет – это только ПЕД специальности или нет? Нет, у нас достаточно большой широкий выбор специальностей. У нас есть, во-первых, свой колледж, там 15 специальностей, которые связаны не только со сферой образования, там и со спортом, там есть творческие направления, там есть айтишные направления, юридическое направление, тоже большой спектр вариантов. И у нас 126 направлений в бакалавриате. Это тоже не только педагоги, это и психологи, дизайнеры, переводчики, нанотехнологи, биологи. То есть более подробно я сейчас тоже расскажу, когда буду рассказывать про факультеты. Ну и мы достаточно большой университет, 12 корпусов, 7 общежитий. 2 бассейна, спортивно-оздоровительный комплекс. Ну и, конечно, здесь тоже уже поднимался вопрос востребованности. Вопрос востребованности педкадров, мне кажется, уже не обсуждаемо. Очень много есть актуальных вакансий, и открываться будет очень много новых школ, как минимум 6 школ новых будет в городе Уфа, поэтому тоже с трудоустройством проблем не будет. Ну и это наша структура университета на сегодняшний день. Немножко расскажу о каждом институте и факультете, кого где готовят. Институт исторического, правового и социально-гуманитарного образования. Здесь, как понятно из названия, учителя истории, права, обществознания. Здесь у нас готовятся специалисты по документоведению, библиотековедению. Здесь также изучают экономику. Институт педагогики, как понятно из названия, здесь готовят у нас специалистов для системы дошкольного образования, начального образования, социальных работников и все, что связано с работой, в принципе, с людьми. Тоже это их фронт работы.
Институт физики, математики, цифровых и нанотехнологий – это один из старейших институтов, бывший физмат так называемый. Здесь готовятся учителя физики, математики, информатики. Здесь у нас айтишные направления есть тоже, это прикладная информатика, информационные системы, технологии. Здесь же мы готовим нанотехнологов и все, что с этими сферами связано. Следующий институт физической культуры и здоровья человека, они готовят кадры для системы спорта и для спортивные кадры тренеров, учителей физической культуры и различных специалистов тоже для системы дополнительного образования. Институт филологического образования и межкультурных коммуникаций, тоже один из старейших институтов, очень популярный институт. Здесь у нас готовятся русисты, специалисты по различным языкам, английский, немецкий в основном, французский. И здесь же готовим переводчиков, это очень востребованное направление лингвистика. Следующие факультеты – это художественно-графический факультет. Здесь мы готовим дизайнеров, учителей из зоотехнологии. Здесь же готовятся преподаватели для системы среднего профессионального образования по этому творческому направлению и для кружков и секций. Естественно-географический факультет тоже один из самых старейших таких факультетов, который готовит специалистов по направлениям химия, биология, география, экология. Здесь тоже есть и преподавательские профессии, есть не педагогические, тут экологи, биологи. Дальше факультет башкирской филологии. Здесь, как уже понятно из названия, готовятся кадры, которые изучают родной язык. Обычно это происходит в паре, либо с другим иностранным языком, либо с русским языком, либо связано что-то со сферой дошкольного или начального образования. Забыла сказать, когда рассказывала про Институт филологического образования и межкультурных коммуникаций, там тоже есть один родной язык, который изучается. Там на этом институте изучается татарский язык. Ну и факультет психологии, здесь тоже все понятно из названия. Здесь готовятся у нас психологи, педагоги, психологи. На этом факультете реализуется единственный специалитет. Это кадры готовятся, которые работают с людьми с девиантным поведением. Тоже очень интересная специальность. В этом году на ней тоже появился бюджет. Обратите тоже на нее внимание, когда будете смотреть. Ну и колледж. У колледжа хочу тоже анонсировать. В ближайшее время пройдет свой отдельный день дверей. Он будет онлайн и будет, конечно, серия мероприятий очного формата, но с ограниченным количеством человек. А следующее, как раз-таки перейдем к тем лайфхакам, которые вам помогут облегчить жизнь вашу в период поступления и выбора профессии. Ну, первый мой совет, который тоже пересекается с советом психолога, да, прежде чем нужно выбрать ЕГЭ, нужно немножко по-другому подойти к этому вопросу. Вот вчера я посмотрела, когда готовилась, интересную статистику нашла, что только лишь 25% школьников при выборе предметов ЕГЭ отталкиваются от того, куда хотят поступать. В основном, к сожалению, это происходит от того, что вы выбираете следующим образом. Я знаю хорошо географию, пойду сдам ЕГЭ по географии. А когда вы с этим ЕГЭ приходите в университеты, к сожалению, мало где он засчитывается. Это я просто пример привела, а возможно, ситуация другая. Прежде чем выбрать предметы ЕГЭ, нужно выбрать немножко шире посмотреть. Нужно выбрать профессию, а потом уже определяться с вузами. Первое, на что мы смотрим, то, что как раз-таки говорил психолог, да, нужно проанализировать себя, свои хобби, интересы, таланты, какие у вас любимые предметы в школе. И потом изучить уже рынок труда, кто нужен, какие бывают вообще профессии, какие есть вакансии, сколько где платят, какие условия работы. Здесь мой совет тоже: походите обязательно на мероприятия, которые проводятся центром занятости, которые проводятся университетами, различные экскурсии, сходите в гости на работу к родителям, к родственникам, посмотрите, кто чем занимается и как это все происходит. И выбираем профессию. Здесь я тоже подскажу, есть такая интересная формула «хочу, могу, надо». Я не более подробно сейчас расскажу. И только потом уже выбираем направление, в котором вы хотите в будущем работать. И потом уже под направление вы подбираете вузы. И уже в вузах смотрите, какие ЕГЭ нужны для поступления. Не наоборот. К сожалению, очень часто вы идете именно снизу вверх. Ну, это та формула «хочу, могу, надо», она мне очень нравится, она более-менее дает понятие о том, как выбрать свою профессию. Ну, например, вы хотите быть космонавтом.
редкий пример, ну, допустим, вы понимаете, что для того, чтобы быть космонавтом, нужно иметь хорошее здоровье, нужно иметь определенные, наверное, навыки, физическую форму. Но вы, допустим, там, не знаю, 6 лет занимаетесь скрипкой, у вас слабые легкие, вы даже с трудом поднимаетесь на 5-й этаж. Соответственно, здесь вы уже не подходите. И здесь следующее, смотрите, надо ли это миру. Например, вот как уже было сказано, да, что в будущем прогнозируют, что очень популярно будут айтишники. Здесь по всем фронтам идет нестыковка. Можно, конечно, пойти сложным путем и работать над здоровьем, нужно переехать будет ближе к космодрому, да, найти как-то способ туда попасть и все-таки дождаться, когда вас запустят в космос. Либо следующий вариант, вы должны скорректировать свои «хочу», исходя из того, что вы можете, исходя из того, что нужно рынку труда. Рынок труда тоже смотрите в прогнозе, есть такие интересные вещи, когда будете гуглить, прям так и называется прогноз кадров Республики Башкортостан до 1935 года. Там есть по укрупненным группам специальностям, это называется, можете посмотреть интересный документ, хотя бы просто для себя, какие профессии в Башкирии нужны, какие не нужны. И периодически тоже советую, заглядывайте на сайты Центра занятости, хотя бы будете иметь представление о том, какие профессии существуют и какая оплата труда, какие требования предъявляются. Следующий мой совет, он, наверное, вам не очень понравится, но выбирайте больше предметов для ЕГЭ. Чем больше у вас набор, тем больше у вас вариантов для маневра. Вы, конечно, себя нагрузите в плане подготовки, но здесь вы потом сами себе скажете спасибо в период поступления. Например, в нашем вузе при поступлении самые везде почти встречающиеся 2 ЕГЭ – это математика профильного уровня. Обращаю внимание, что в университет, когда поступаете, математика учитывается только профильного уровня. И обществознание. Если у вас есть вот эти 2 экзамена, вы однозначно что-нибудь сможете подобрать для себя. Русский язык я здесь не указываю, он обязательно идет для всех. Ну вот, например, в комбинации математика и обществознание это допуск практически на все психолого-педагогические направления. Здесь у вас уже проблем не возникнет. Если у вас есть пара математика и информатика, здесь вам открыт доступ на инженерное направление. И в паре математика и биология у вас будет вариантов очень много на, естественно, научные направления. И в каких-то вариантах даже тоже и на педагогические. В основном биология очень востребована там, где психологические направления. Следующий совет, который вам уже тоже сегодня был озвучен, так, чем выше балл ЕГЭ, тем больше шансов попасть на бюджет. Поэтому нужно очень хорошо готовиться к экзаменам. Очень часто меня спрашивают, как попасть на бюджет. Здесь один совет: готовьтесь и пишите хорошо экзамены, потому что это именно то, что будет учитываться в первую очередь. И обратите внимание, когда вы уже будете готовиться, в университетах есть такое понятие минимальные баллы ЕГЭ. Вот по каждому предмету установлен минимальный порог, ниже которого ЕГЭ просто университетом не принимается. Это по всей России такая схема, работает и не только у нас. В этом году эти пороги, они значительно ниже, это не мы устанавливаем, они нам спускаются нашим учредителям, поэтому здесь не надо на нас обижаться, что где-то выше, где-то ниже. Обратите внимание, что пороги разные, где-то есть, например, русский язык, порог 40 баллов, а, например, по литературе всего 32, иностранный язык 30. Это означает, что даже на коммерцию и даже на заочку, если у вас будет ваш балл ЕГЭ ниже указанных, вы не сможете пройти. Ну, конечно, нужно исходить из того набора ЕГЭ, который нужен при поступлении на определенную специальность. Так, здесь, конечно, еще потом расскажу о том, какие есть еще секреты, но это будет попозже. Ну и то, что тоже новое, уже 2-й год идет по всем вузам, появилась такая хорошая возможность, которая упрощает вам жизнь, выбор ЕГЭ. Как вы знаете, при поступлении, наверное, уже знаете, при поступлении на специальность нужно сдать 3 экзамена. 2 экзамена, они фиксированные, а в 3-м экзамене есть варианты выбора из предметов. Например, вот у нас русский язык обязательно для всех всегда. 2-й предмет, например, вот биология может быть фиксирован, а там, где указано через запятую либо в скобочках, означает, что вы можете представить один из
указанных предметов. Либо вы можете представить вообще все, конечно, предметы, если они у вас есть, и мы автоматически выберем максимальный, тот предмет, где у вас максимальные баллы. Поэтому этим тоже нужно и можно пользоваться. Главное правильно заранее посмотреть, на каких специальностях какие ЕГЭ учитываются, чтобы у вас при моменте уже, когда вы будете подавать документы, было очень много вариантов выбора, и вы смогли выбрать то, что вы хотите, то, что вам нравится, а не то, что получилось. Следующий мой тоже совет. У вас еще есть достаточно много времени. До поступления документы мы начинаем принимать 20 июня, соответственно, у вас еще такой большой период, и вы можете добрать свои баллы. Есть такое понятие индивидуальные достижения. Там есть возможность получить от 2 до 10 баллов. Как это сделать? Есть такой документ у нас тоже на сайте приемной комиссии, заходите, смотрите, который называется индивидуальные достижения, которые учитываются при поступлении. Ну, например, здесь не все индивидуальные достижения, их гораздо больше, и расписано в правилах приема, какие условия учета этих баллов. Например, если у вас есть значок ГТО, в этом году, кстати, хорошая новость, любой, как сказать, и золотой, и бронзовый, и серебряный дает право на 2 балла. Если вы закончили школу с отличием, у вас будет плюс 5 баллов. Если вы, например, вот как уже говорили, победитель или призер Акмулинской олимпиады, у вас будет 10 баллов дополнительно. Максимум можно набрать 10 баллов. Если у вас будет 2 десятки, вам 20 баллов, конечно, не дадут, но 10 баллов это плюсом может дать. 10 баллов – это прекрасная фора в рейтинге, когда вы поступаете. Поэтому пока есть время, вы можете поднапрячься, где-то еще что-то посмотреть, сделать. Вы можете заняться волонтерской деятельностью, хотя бы 1 балл там набрать. Вы еще можете, наверное, успеть сдать ГТО. А вы вот сегодня последний день, вы можете успеть стать участником Акмулинской олимпиады. Поэтому заходите на сайт в интернете, все в открытом доступе, заходите, смотрите. Следующее. Многие вспоминают про то, что у них есть какие-то особые права только тогда, когда уже не поступили на бюджет в общем конкурсе. Проверьте сразу, есть ли у вас особые права и есть ли у вас документы, подтверждающие эти особые права. Во-первых, кто такие, кто может пользоваться особыми правами и что это такое? Это квота, она выделяется из бюджетных мест. То есть, например, если у нас 20 бюджетных мест на специальность и 10% мы обязаны выделить на квоту для поступления инвалидов и сирот. Поэтому, если вы относитесь к этим 2 категориям, проверьте, все ли у вас документы есть на руках, подтверждающие ваш факт принадлежности к этой особой, к этой особой категории. Все ли у вас актуально, все ли справки есть. Проверьте, заранее соберите, подготовьте эти документы тоже. Если что-то нужно обновить, сходите и заранее это все сделайте, проверьте, не забывайте. Обязательно пользуйтесь правами. В чем плюс использования вот этих прав? Квотники зачисляются первой самой волной. И если вы не прошли по квоте, у вас есть шанс еще перекинуть документы в общий конкурс. То есть у вас такая квота будет для вас такой запасной подушкой. Поэтому тоже обратите на это внимание заранее. Следующий такой совет, лайфхак, есть такое классное понятие целевое обучение. Это кадры под заказ. Например, какая-то организация нуждается в кадрах, она может с вами заключить договор, на основании которого вы поступите тоже по квоте, по особой выделенной специально. Здесь квота 20% мест на педагогических, например, выделяется. Но вы подписываетесь на то, что вы потом придете работать к этому заказчику и 3 года будете работать в этой организации. Но организация тоже в период вашего обучения будет вас как-то поддерживать, какие-то вам бонусы предоставлять, на практику приглашать. Возможно, тему выпускной работы вам подскажет и будет вас сопровождать в этом процессе. Поэтому здесь тоже обратите, изучите информацию. И здесь тоже хотела бы сказать, кто не знает, например, где взять заказчика. Буквально на днях мы встречались с администрацией города Уфы. Как я уже говорила, строятся новые школы и нужны будут кадры. И город будет очень рад тем ребятам, которые хотят стать целевиками. И если есть такое желание, напишите нам на почту приемной комиссии bspupk@mail.ru
в виде заявки, имя, фамилия, отчество, там, хочу быть целевиком. Мы ваши контакты и данные передадим, и с вами свяжутся и объяснят, что нужно будет сделать. Если есть какие-то вопросы касаемо именно договора или еще что-то, то можете задавать их сегодня. Я тоже постараюсь на них ответить после того, как расскажу все свои лайфхаки. Следующий совет мой. Не забывайте о подстраховке. Очень часто так происходит, что вы очень хотите быть, например, врачом и идете в одну специальность, готовитесь к ней весь свой период жизни, подаете документы, и выясняется так, что вы не проходите по конкурсу. И все, у вас, можно сказать, вашим на тот момент жизнь кончилась. Обратите внимание, что вы имеете право подавать на несколько направлений внутри университета. Даже у нас это 5 направлений. Поэтому, возможно, да, у вас есть одно направление приоритетное, самое желаемое, но все равно подайте документы на смежные профессии, на те, которые у вас просто подходят ЕГЭ, для того, чтобы у вас был люфт по времени. Потому что, когда закончится прием документов, вы не сможете перекинуть свои документы на другие направления. И тем самым вы просто, выражаясь жаргонным языком, пролетите и не сможете уже участвовать, например, в бюджетном конкурсе. И дальше либо на коммерческую будете уже подавать документы, на коммерческой основе, либо на заочную форму обучения, либо уже другие какие-то варианты. А следующий мой совет. Очень много у нас происходит ошибок у абитуриентов и каких-то таких не очень хороших ситуаций, когда где-то на каком-то сайте что-то увидели, прочитали, сориентировались, а оказалось, это был не наш сайт, не нами данная информация. Уважаемые абитуриенты и родители, пользуйтесь только нашим сайтом официальным, только сайтом нашей приемной комиссии. На нашу приемную комиссию можно выйти через наш сайт, просто педуниверситет, когда заходите. Есть кнопочка абитуриенту. В период горячей такой поры, в период поступления, там все будет только для абитуриента, все будет выделено кнопками, будет все понятно, доступно. И у нас есть только одна группа в социальных сетях, это ВКонтакте. Вот вам логотип, который стоит на заставке. Это тоже наша официальная группа, где можно смотреть информацию. Все остальные источники не рекомендуем. Есть единственный один государственный источник. Это от нашего учредителя, от Министерства образования. Это портал «Поступай правильно». Там информация тоже официальная. Все остальные порталы, в основном они коммерческие, они информацию сами собирают, сами как-то обрабатывают, и у нас ничего не спрашивают и не запрашивают. Поэтому очень внимательно относитесь, когда что-то ищете, что-то гуглите, что-то проверяете. Лучше позвоните, напишите, мы вам ответим, чем вот так вот просто искать информацию непонятно где. И тем более убедительная просьба: не слушайте тех, кто поступал годом ранее, 2 годами ранее и 3 годами ранее. Условия поступления были разные были правила и порядки приема. Поэтому не всегда эта информация вам сможет помочь, а сделать наоборот только хуже. Следующее. Мой совет как раз-таки тоже пересекается с советами психолога: не забывайте планировать. Вы наверняка будете поступать в несколько образовательных организаций, на несколько специальностей, на разные формы обучения, где-то на бюджет, где-то на внебюджет, и везде будут разные сроки приема, разные сроки экзаменов. Вам нужно еще учитывать то, что если вы не квотник, то есть не инвалид, не сирота, не целевик, то для вас существует только одна волна зачисления. Раньше их было 2, и была возможность перекинуть документы, где-то что-то сориентироваться, если ты не прошел. Сейчас этой возможности нет, и у вас есть только одно право на ошибку, да? То есть куда подали документы, где дали согласие, где прошли зачисления. Поэтому очень внимательно относитесь к срокам, датам, очень внимательно смотрите, где что, когда происходит, и у вас только одна попытка быть зачисленным. У тех, кто имеет права на квоты, здесь более удачное положение, потому что если они не прошли в свою волну по квоте, они имеют право уйти в общий конкурс. Так, следующий мой совет. Вы должны быть в период поступления очень и очень внимательны. Есть такое понятие рейтинг абитуриента, и он меняется в режиме реального времени.
Это очень такая важная информация в том плане, что есть разные источники подачи документов. Есть наш сайт, есть портал госуслуги, есть обычные почты, да, могут документы прийти. И ваш рейтинг будет меняться по мере того, как будут обрабатываться документы, присланные и полученные в срок. Поэтому, если вы вдруг себя видели на первом месте, через 5 минут вы 120-й, здесь не нужно поднимать панику, истерику и переживать. Действительно, значит, дети, другие, да, школьники подали документы, их обработали, они попали в базу, потому что разные источники подачи документов, разный период обработки. Поэтому желательно тоже в личном кабинете вы будете все видеть в режиме реального времени, вы сможете отслеживать свою ситуацию. Обратите внимание, что с этого года вы будете не пофамильно себя отслеживать, а по номеру СНИЛС. Это такая зелененькая бумажечка у вас. Вы этот номер, наверное, за период поступления выучите. Следующий совет вам. Какие даты очень важны и на что стоит обратить внимание. Есть 3 главные даты для вас. Это дата завершения приема документов. То есть после этой даты мы ваши документы не сможем принять ни в каком виде. И не подгрузить, и ничто с ними сделать. Вторая дата – это дата приема согласия на зачисление. Что это такое? Это такой документ, где вы подписываетесь, что даете свое согласие на зачисление только в один университет и только на одну специальность. Без этого документа мы не сможем вас зачислить. И здесь такая часто складывается ситуация, в последние 2 года как появилась, что вы дали несколько таких согласий. Чем это грозит? Это является нарушением порядка приема и основанием для вашего отчисления без даже вашего согласия. Если мы выясняем, что вы зачислились в 3-4 вуза одновременно, нам эти данные спускаются, мы имеем право вас отчислить. И в этом году, то есть в 2021 году у нас была такая ситуация. Абитуриент поступил и к нам, и в другой субъект, после чего мы его отчислили, а выяснилось, что он хотел учиться у нас. Теперь мы ждем, когда он переводом переведется к нам в университет. Чтобы не было таких нехороших ситуаций и не усложнять себе жизнь, заранее, пожалуйста, ориентируйтесь правильно туда, куда хотите, именно там, в нужный субъект, в нужный университет подавайте согласие. И поэтому и нужно следить внимательно за рейтингом и конкурсной ситуацией, чтобы не было ошибок. Если вы вдруг подали согласие в несколько вузов, мало ли случайно что-то получилось, и видите, что вы зачислились в несколько вузов, то нужно очень быстро связаться с теми вузами, которые вам не нужны, и оттуда очень быстро отозвать свои согласия на зачисление, потому что вы занимаете места других детей в такой ситуации, кто-то из-за вас не смог поступить. Поэтому уважайте друг друга и внимательно относитесь к правилам и порядку приема, потому что вы уже совершеннолетние, вы несете за свои поступки ответственность. И следующая важная дата – это дата издания приказа о зачислении. И вот здесь тоже, уважаемые абитуриенты и родители, пока вы не увидели свою фамилию в приказе, вы не зачислены. Если вы были в рейтинге, как я уже говорила, где-то там 15-е, вдруг стали 200-е, и вас в приказе, соответственно, нет, то и не стоит лишний раз себя нервировать. В приказе именно те, кто уже прошел. Поэтому вот эти 3 важные даты по всем направлениям, по всем вашим основаниям поступления нужно знать. Я вам советую вообще сделать табличку, где это все выписать. Все даты уже сейчас известны, они находятся в документе «Правила приема» на сайтах приемных комиссиях. Поэтому зайдите, уже сориентируйтесь. Единственное, что вдруг ближе к поступлению, если из-за пандемии какие-то могут быть корректировки в датах, но это уже будет заранее доведено до вашего сведения, и вы сможете сориентироваться. И следующий мой такой последний совет, что делать, если вдруг нет какого-то ЕГЭ, либо их не хватает. Как уже было сказано, как вариант, если у вас не хватает ЕГЭ и вашего набора ЕГЭ ни на какую специальность не хватает, значит, ваш вариант, скорее всего, пойти в колледж. После колледжа обычно в университеты поступают по сокращенной форме обучения, и, в принципе, это уже будет не так долго, как если бы не сокращался период обучения.
У нас очень много в колледже специальностей смежных с высшим образованием, то есть можно будет либо продолжить по своему же направлению, либо вообще сориентироваться. Здесь, кстати, чем хорош колледж? Вы, если туда пойдете на какую-то специальность, проучитесь, получите диплом, вы поймете, это ваше или не ваше, и у вас есть шанс поменять свое направление и профессию. Либо совершенствоваться, если в том случае, если вам ваш выбор понравился, вы можете совершенствоваться в этой профессии. А если не очень удачным был выбор, вы сможете скорректировать и уже высшее образование получить по другому направлению. На бюджет вы после колледжа имеете право претендовать, поэтому не бойтесь, все права за вами сохранятся. И еще такой плюс, после колледжа ЕГЭ сдавать не надо, вы сдаете наши внутренние экзамены профильной направленности. С этого года они немножко тоже разные, но русский язык, обращаю внимание, сдают и те, кто после школы ЕГЭ, а те, кто после колледжа, они пишут русский язык, это одинаковые экзамены у всех. Ну и если вдруг у вас есть только 2 ЕГЭ, тут нужно смотреть, какие. Возможно, для вас открываются перечни специальностей, так называемых творческих, либо профессиональных, с профессиональными особенностями такими. Ну, например, вот когда вы видите в правилах приема такие вот варианты, да, видите, здесь нет выборности в ЕГЭ, но есть творческий дополнительный такой экзамен. Например, если вы хотите поступить на музыкальное образование, то вам нужно обязательно 2 ЕГЭ, русский и обществознание, а вот музыкальное исполнительство – это творческий экзамен. Если вы хотите поступить на художественно-графический факультет, там на всех специальностях будет русский и обществознание обязательный ЕГЭ, а рисунок – это уже наш внутренний экзамен. Ну и, например, на специальность логопедии, да, русский и математика профильного уровня обязательные, и дальше идет отборочный тур, там идут задания на проверку вашей дикции и наличие дефектов речи. Поэтому, возможно, ваших ЕГЭ хватит на такие варианты. Поэтому я и рекомендовала в начале. Если у вас будет ЕГЭ по обществознанию и математика профильного уровня, для вас гораздо больше перспектив при поступлении. И вы сможете, даже если не поступите, например, на какую-то ту специальность, которую хотели, но вы сможете выбрать из тех, которые предполагают дополнительный внутренний экзамен. Поэтому заранее, пожалуйста, посмотрите перечень специальностей и какие ЕГЭ к ним соответствуют. И только уже потом делайте свой выбор, который вы должны сделать до 1 февраля, да, на те ЕГЭ, которые будете сдавать. И наши контакты. Вот этот телефон, который указан в летнее время, в период приемной кампании, он будет называться «Горячая линия», он будет многоканальным, 287 99 99. Здесь вы сможете получить консультацию по приему, по поступлению. Если вы хотите приехать, то с условием, конечно, соблюдения всех мер. Во 2-й корпус, 100-й кабинет можете получить консультацию. И у нас есть наш официальный сайт, это bspu.ru, наша группа ВКонтакте, как я уже говорила, она одна, и наша почта официальная bspu.pk@mail.ru. Если есть какие-то вопросы, можете туда писать. Также у нас еще есть, когда вы зайдете на сайт приемной комиссии именно, там будет форма «Задай вопрос». Она тоже активная, мы там тоже смотрим ваши вопросы и всегда даем вам ответы. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь только нашими официальными источниками. Ну, на этом у меня секреты закончились, и я готова перейти к ответу на ваши вопросы. И начнем, наверное, уже с самого начала. Сейчас мне покажут самые первые вопросы, и начнем уже работать прицельно. Так. Очень рада, что многие подключились. Большое спасибо, что с нами. Сейчас найдем вопрос. Так, вот первый вопрос. Акмолинский университет – это только педагогический? Нет, я же сказала, что у нас достаточно большой выбор специальностей. Мы готовим и переводчиков, специалистов, которые работают с людьми во всех сферах. Это и социальные работники, это и люди, которые работают с различными категориями граждан, которые имеют различные проблемы. Это работают с семьями, возможно, работают с какими-то в различных структурах. Очень, кстати, хорошо трудоустраиваются и в органах. Мы готовим также, как я уже говорила, и биологов, экологов. Там тоже есть различные профили подготовки.
специалисты, которые работают с родными языками, для дошкольной сферы. Очень много выпускников работают у нас в аэропорту, да, которые владеют языками, поэтому здесь достаточно большой вариант, много вариантов для самореализации. Так, какие экзамены выбрать на декоративно-прикладное искусство и дизайн? Уважаемые абитуриенты, здесь хотела бы еще акцентировать внимание на том, что есть разница для тех, в экзаменах для тех, кто поступает на базе школы, и для тех, кто поступает на базе колледжа. У вас разные экзамены. Школьники поступают по ЕГЭ, и только в творческих специальностях они сдают внутренние экзамены. Те, кто поступают после колледжа, у них все 3 экзамена внутренние, и они связаны со спецификой получаемой специальности. Это первый год, это так происходит нововведение. Для того, чтобы подготовиться, вы уже можете начинать готовиться. Есть программа вступительных испытаний. Они размещены тоже на сайте приемной комиссии. Вы заходите на сайт педуниверситета, переходите на сайт приемной комиссии, и уже выбираете уровень образования, бакалавриат и специалитет. Там у вас, например, будет, и листаете в самый низ, там будут размещены все программы вступительных, уже точнее размещены все программы вступительных испытаний. Можете смотреть, какая там литература, примерные вопросы, и уже когда откроется приемная комиссия, приемная кампания, вы сможете получить, уже будет онлайн-консультация, скорее всего, и вы сможете задать те вопросы, которые у вас появились. Теперь то, что касаемо декоративно-прикладного искусства, да, все специальности художественно-графического факультета, у них одинаковый набор экзаменов. Там 3 направления в бакалавриате в этом году: декоративно-прикладное искусство и дизайн, изобразительное искусство и технология, и относительно новое направление, да, новый профиль будет в направлении дизайн, компьютерная графика и анимация. Обязательный ЕГЭ русский, обществознание, и будет наш внутренний экзамен по рисунку. Программа вступительного испытания по рисунку тоже уже размещена, можете смотреть и начинать готовиться. Так, следующий вопрос. Будет ли отборочный тур по Олимпиаде хореография? Вы можете сейчас уже зайти на сайт Олимпиады, посмотрите предметы, которые там обозначены. Я сейчас, к сожалению, не взяла с собой перечень по Олимпиаде. Посмотрите, пожалуйста, на сайте. По-моему, хореографии там не было. Но напоминаю, что сегодня последний день, когда вы можете принять участие в первом туре Олимпиады. Сегодня до 6 вечера желательно все это сделать, потому что уже закроется доступ. Так, следующий вопрос. Для поступления на учителя физической культуры тренера нужно сдавать профильную или базовую математику. Ребята, смотрите, если в перечне экзаменов указана математика, то это обязательно профильный уровень. С базовой математикой в университет не поступают. А насчет экзаменов по Институту физической культуры и здоровья человека я сейчас подскажу. Так, если вы хотите на... специальность физическая культура, 4-летняя есть там программа, это один профиль, там экзамены ЕГЭ обязательный, русский, математика, профиль, это я говорю для тех, кто после школы, и внутренний экзамен, общая физическая подготовка, это различные нормативы, программа тоже размещена, можете посмотреть. И есть также еще направление физкультурно-спортивная деятельность, очно-заочная форма обучения, там тоже русский, общество, ЕГЭ. И ОФП, так называемый творческий экзамен, это наш внутренний. И есть также программа 5-летняя. Обратите внимание, ни у кого больше такого нет, кроме как в педвузах. Есть 5-летний бакалавриат. Это когда вы получаете профессию с 2 профилями. И, например, вот у Института физической культуры есть специальность физическая культура и безопасность жизнедеятельности. То есть 2 профиля изучаете, но там набор ЕГЭ другой. Русский и математика обязательные, и ОФП уже внутренний экзамен. Так, есть ли вступительные экзамены на учителя башкирского языка и литературы? Да, конечно, вступительные экзамены всегда есть, просто они называются по-разному. Для школьников вступительные экзамены – это ЕГЭ. Но на этой специальности она приравнивается к творческим. Там есть внутренний экзамен по башкирскому языку. По набору ЕГЭ, сейчас, секундочку, подскажу. Так, факультет башкирской филологии. В этом году там будут следующие направления, профили точнее.
башкирский язык, английский язык. ЕГЭ необходимо будет русский и обществознание, и башкирский язык и литературу вы сдаете у нас в университете. В принципе, по всем профилям, которые реализуются на факультете, одинаковый набор экзаменов. Я могу единственное профиль озвучить. Также будет еще на 2022 год набора профили башкирский, китайский, башкирский и начальное образование, то есть это учитель начальных классов со знанием башкирского языка, и башкирский язык с дошкольной логопедией. Это то есть специалисты для системы дошкольного образования, которые знают родной язык и владеют тоже приемами логопедическими. Это совершенно новая специальность, поэтому обратите тоже на нее внимание. 14 бюджетных мест. Приходите, смотрите, что это такое, и поступайте. Так, следующий вопрос. Какие экзамены нужно сдавать на хореографа? Хореографов мы обучаем в Институте педагогики. Там тоже будет дополнительный творческий экзамен. И сейчас скажу, какие ЕГЭ. Так, 20 бюджетных мест по очной форме обучения. Там у нас на 2022 год приема. ЕГЭ русский и обществознание обязательно. И танец, творческий экзамен. Следующий вопрос. Чтобы поступить на лингвиста, какие предметы нужно сдавать? Эта специальность реализуется в Институте филологического образования и межкультурных коммуникаций. Она не педагогическая. И сейчас я вам подскажу набор ЕГЭ. Так. Специальность называется лингвистика, а профиль перевод и переводоведение. Там пары языков, обычно английский, немецкий, английский, французский. 26 бюджетных мест на этот год и ЕГЭ. Обязательный русский и иностранный язык. И есть выборный третий экзамен. Это либо литература, либо обществознание, либо история. То есть вам достаточно один из перечисленных предметов представить, чтобы иметь право участвовать в конкурсе. Так, следующий вопрос. Для поступления в университет после колледжа. Хочу продолжить по этой же специальности. Заканчиваю специальность физическая культура. Так, какие вступительные экзамены будут? Для тех, кто после колледжа, сейчас, секундочку, тоже сориентирую. С этого года у вас идут профильные экзамены. На физической культуре будет русский язык экзамен, общая физическая подготовка, так же, как у тех, кто после школы поступает. И будет еще экзамен «Основы педагогики и психологии». Тоже программы вступительных испытаний уже размещены. Смотрите, готовьтесь. Так, какие условия сдачи предметов ЕГЭ на лингвистику? Что нового? Здесь, к сожалению, наверное, не моя сфера деятельности. Про сдачу предметов ЕГЭ не смогу подсказать. Но сам перечень я уже озвучила. А насчет, наверное, вот непонятен вопрос, вы, наверное, имеете в виду, какие условия сдачи ЕГЭ по иностранному. Здесь не смогу подсказать. Так, вопрос. Скажите, пожалуйста, как будут проходить вступительные экзамены, онлайн или очно? Здесь такой ответ. Мы пока готовы и к очному, и к онлайн формату. В программах вступительных испытаний тоже оба варианта предусмотрены. Мечтаем мы, конечно, об очном формате, но опыт 2 предыдущих лет, когда была пандемия, говорит о том, что, скорее всего, конечно, в онлайн формате будет. Пока точно сказать не можем, сами знаете, пока ситуация нестабильна, поэтому готовьтесь и к такому варианту. Тем более содержание экзаменов одинаковое, только формат проведения разный. Так. Следующий вопрос. Я выиграла гран-при в республиканском конкурсе «Орленок». Так, может ли это добавить несколько баллов при поступлении? Ирина, здесь нужно смотреть, какой документ у вас на руках, что написано в вашем дипломе, к чему он там относится. Если данный конкурс в перечне олимпиад либо Министерства образования Российской Федерации, либо Министерства просвещения Российской Федерации. Можете выслать нам на почту приемной комиссии, мы посмотрим, скажем, имеете ли вы какие-то права на доп. Баллы. Так, следующий вопрос. Тут комплимент Галине Анатольевне. Солнышко. Комплимент передан, спасибо. Вопрос. Так.
Здравствуйте. Если у вас специальность юриспруденция, какие вступительные экзамены будут и есть ли бюджет после колледжа? Здесь, уважаемые абитуриенты, небольшой нюанс. У нас есть специальности, на которых изучаются юридический и экономический блок, но они не являются юридическими и экономическими. Вы будете преподавателями в этой сфере. Здесь есть нюансы, но вы также сможете работать. У нас эти выпускники работают и в бухгалтериях, и в МВД, и в органах. Здесь ограничений нет, все зависит от вас в плане самореализации. Но диплом у вас будет с шифром педагогическим. Но вы потом можете поступить уже в магистратуру юридическую, там уже шансов у вас обычно поступить больше. Насчет экзаменов. И юристы, и экономисты, то есть те, кто изучает эти предметы, обучаются у нас в Институте исторического, правового и социально-гуманитарного образования. Это большой институт, относительно новый. Насчет экзаменов. Направление называется «Профессиональное обучение, профиль право и правоохранительная деятельность». Там как раз-таки юридические дисциплины изучаются. Здесь следующий набор ЕГЭ. Обязательные русский и математика профильного уровня. И выборные либо обществознание, либо история, либо информатика. Так, и... Бюджет есть на этой специальности и на очной форме обучения, и на заочной. На очке 24 бюджетных места, на заочке 25. Следующий вопрос. На художественно-графический факультет нужно ли иметь портфолио рисунков или будет только ваш экзамен? Портфолио не обязательно, будет наш экзамен, вы его будете сдавать либо очно у нас в аудитории, либо онлайн, будете рисовать с ограничением времени, с определенной композицией будете рисовать. Не нужно нам в период вступительных испытаний портфолио нам не нужно. Возможно, потом, когда вы уже поступите, ваше портфолио вам пригодится, когда уже будете работать с преподавателями и учиться. Следующий вопрос. Так, сколько баллов нужно набрать, чтобы пройти во второй тур Акмулинской олимпиады? Я сдал, не знаю, прошел ли. Пока вот сегодня идет еще последний день работ, поэтому пока не могу сказать, но если вы пройдете во второй тур, мы с вами обязательно свяжемся, не переживайте. Поэтому смотрите за новостями, скорее всего, к понедельнику уже какие-то первые итоги будут подведены. Если даже не в понедельник, то к концу следующей недели уже точно будет какой-то итог подведен по тем, кто уже проходит во второй тур. И уже составляется график проведения, поэтому внимательно смотрите за новостями на сайте. На сайте педуниверситета тоже информацию обновим, как только все итоги будут подведены, все протоколы будут сданы и все документы будут оформлены. Следующий вопрос. Была ли Акмулинская олимпиада по хореографическому искусству? Здесь вот сейчас не могу посмотреть, говорю, посмотрите на сайте, если ее там нет, то значит нет. Но я вот не помню, чтобы она проводилась, потому что в тот период, когда мы вошли в перечень Министерства просвещения, у нас была сокращена линейка предметная, как бы мы теперь не на количество, на качество акцент делаем. Так, следующий вопрос. Можно пройти общие предметы русский, математика, общество... так, это ответ, извините. Так, на графический дизайн есть бюджетное место. После колледжа возможно поступить на бюджет. А в этом году действительно у нас достаточно долго не было бюджетных мест на направление дизайн. В этом году есть 10 бюджетных мест, поэтому можете подавать документы. Поступление идет и на базе колледжа, и на базе школы. Ограничений нет, поэтому поступайте, участвуйте в конкурсе. Коммерческая группа, скорее всего, тоже там будет набираться. Как минимум, наверное, 15 внебюджетных мест. Мне кажется, это тоже полноценная группа, там, скорее всего, наберется, поэтому поступайте. Так, следующий вопрос. Разве на башкирский филологический факультет нужна профильная математика? Насколько я помню, там было у нас обществознание. Сейчас, секундочку, я еще раз уточню. На факультет башкирской филологии у нас математика не предусмотрена. Там обязательно ЕГЭ, русский, обществознание и башкирский внутренний экзамен. Так, следующий вопрос. Так.
Вот здесь вот вопрос от Алины, а можно пройти только один предмет или все три? Это, наверное, вы имеете в виду к тем экзаменам, которые по выбору. Если указано 2-3 предмета, вы выбираете один, но можете представить результаты по всем трем. Я говорила уже, что мы выберем максимальный балл и его учтем. Следующий вопрос. Так. На сайте есть информация о направлении изобразительное искусство заочное. Будет ли набор? Сейчас, секундочку, я скажу, какие специальности в этом году на художественно-графическом факультете. Изобразительное искусство и технологии будет набор, но только очная форма обучения. По заочной форме обучения будет специальность декоративно-прикладное искусство и дизайн. Там 15 бюджетных мест. Здесь разница, кто не совсем разбирается, тоже немножко расскажу. Профиль изобразительное искусство и технологии – это учитель ИЗО, то есть рисование технологий. Это в основном те, кто работают в школах. А профиль декоративно-прикладное искусство и дизайн здесь больше для тех, кто работает в колледжах, для тех, кто работает в системе дополнительного образования, это различные кружки, секции, да, и там более прикладной характер имеет специальность, поэтому обратите на это внимание. И также в феврале и в марте у нас будут вот дни открытых дверей уже очного формата, постараемся провести. Там вы тоже сможете на факультет прийти и уже более подробно это все посмотреть, пощупать, потрогать и задать свои вопросы. Следующий вопрос. Так. За серебряный значок ГТО дают ли баллы? Да, баллы с этого года начисляются и за серебряный значок в том числе. Так. Добрый день. Насчет спорта, волейбол, есть ли команды и регулярные тренировки? Насколько я помню, команда по волейболу у нас тоже была. Здесь можно будет со всеми спортивными секциями, наверное, ознакомиться в следующем нашем Дне открытых дверей. Мы уже позовем в гости в воспитательный наш сектор, который расскажет про кружки, секции и различные наши коллективы, которые у нас существуют и где можно себя реализовать в внеучебное время. По волейболу была команда, поэтому если прям нужно контакты, конкретику, можете позвонить, либо написать в Институт физической культуры и здоровья человека и уточнить этот вопрос. Они вам скажут точно, какая команда, где тренируется и сколько человек. Так, следующий вопрос. Так. Если в ГПУ специальность юриспруденция, есть ли бюджетные места? Здесь я уже давала ответ, у нас не совсем это юриспруденция, у нас изучают юриспруденцию, но в рамках педагогической специальности. Специальность называется «Право и правоохранительная деятельность», профессиональное обучение. Это преподаватели для колледжей, для системы высшего образования. Это везде, где нужно преподавать юридический блок, это могут быть какие-то организации, это кадровые службы тоже могут быть, это подготовка, возможно, переподготовка людей, которые работают в органах. Так, как проводится конкурс для целевиков на факультете психологии? Уважаемый абитуриент, здесь вопрос, в принципе, универсальный. Как проходит конкурс на любую квоту? Вы также подаете документы и также проходит конкурс. Например, если выделено 2 места на целевое и подали всего лишь 2 человека, то главное условие у этих абитуриентов, чтобы их баллы ЕГЭ были выше проходных, то есть те минимальные баллы, которые я вам показывала. Если вдруг на 2 места подали 3 человека, тогда уже между вами проходит конкурс и пройдут только 2 человека, так же, как и, в принципе, любой конкурс. Следующий вопрос. Можно уточнить информацию о заочном обучении ДПИ дизайн после колледжа. Колледж не при БГПУ, количество вступительных испытаний и форма и критерии оценки. После колледжа нам, в принципе, не важно, после какого колледжа вы поступаете к нам на высшее образование. Главное, чтобы вы смогли сдать вступительные испытания. Какой у вас прошлый диплом, у нас, в принципе, не особо может быть привязан. Вы после колледжа дизайна, например, можете пойти на эколога, либо на учителя физкультуры. Здесь нет ограничений. Главное сдать, подготовиться к экзаменам. Как будут проходить вступительные испытания, это указано в программе вступительного испытания. Как я уже говорила, ближе к приему будут проведены еще консультации.
Критерии оценки тоже указаны в самой программе вступительных испытаний. Поэтому можете посмотреть на сайте приемной комиссии. В самом низу раздел есть с документами, там это все размещено. Так, если поступаешь на заочное отделение после колледжа, есть ли ускоренная форма обучения? Да, здесь небольшой нюанс есть. Вас зачисляют всех на первый курс. Но после того, как ваши дела приемной комиссии передает уже в деканаты, у вас смотрят ваши дипломы, переаттестовывают ваши те изученные дисциплины, которые совпали, да, с вашим колледжем, совпали с нашим учебным планом, и вам сокращают период обучения. Курс вам не переведут, вам просто сократят, вы будете учиться не 5 лет, а 3,5 года, например. Следующее. Так. На художественно-графический факультет нужно ли сдавать профильную математику? Так. В этом году у нас художественно-графический факультет обошелся полностью без математики. Вам нужно будет сдавать ЕГЭ, русский и общество, и рисунок, наш внутренний экзамен. Математика не нужна для худографа в этом году. Поэтому это, наверное, для кого-то хорошая новость. Так, на тренера по плаванию что нужно сдавать? Здесь, когда вы поступаете не на тренера по плаванию, а на направление. Вы потом, возможно, внутри уже, когда будете учиться, вас там поделят по видам спорта. А так вы поступаете на специальность. И в зависимости от того, на какую форму обучения и какую специальность вы поступите, будет зависеть набор экзаменов. Так, сейчас, секундочку, я еще раз вам подскажу. Так, если вы пойдете на специальность физическая культура, то вам нужно будет русский, математика, ЕГЭ и ОФП, наш внутренний экзамен по нормативам. Если вы пойдете на направление профессиональное обучение физкультурно-спортивная деятельность, она только в очно-заочной форме обучения, то там нужно будет русский, обществознание, ЕГЭ и ОФП, внутренний экзамен. Так. Есть ли химический факультет? Все специальности, которые изучают у нас химию, это, естественно, географический факультет. Там есть направление, где химия присутствует. Так, где посмотреть задания Акмулинской олимпиады? Заходите в любой поисковик, вбиваете Акмулинская олимпиада, и будет сайт Дистолимп. Это наш сайт. Там смотрите, регистрируетесь и решаете, выбираете предмет и решаете уже задания. Так, для чего, для учителя русского и литературы математика обязательно ли нужна? Секундочку. На учителя русского языка вы будете поступать в Институт филологического образования и межкультурных коммуникаций. Так, и вам нужно будет сдать следующий ЕГЭ. Если на очную форму обучения, так, ну они одинаковые, да, так, русский обязательно, обществознание обязательно ЕГЭ, и третий экзамен по выбору либо математика профильного уровня, либо литература, либо иностранный язык. Поэтому математика в данном случае не обязательно, вы можете сдать либо литературу, либо иностранный и сможете попасть на эту специальность. Так, на педагогический факультет обязательно ли нужно сдавать профессиональную математику? Хотел сдать обществознанию, историю, русский и математику базу. Так, с набором русский, обществознание и история вы, скорее всего, сможете попасть в Институт исторического и правового образования, правового и социально-гуманитарного образования. Здесь как раз-таки почти по всем специальностям набор следующий. Русский. Например, специальность история, русский ЕГЭ, обществознание, и выбираете либо история, либо математика профиль. Поэтому математику профиль в данном случае не обязательно. Смотрите обязательно, ребята, если вдруг останутся вопросы, вам нужно будет зайти на сайт приемной комиссии,
Выбрать вкладочку «Бакалавриат» и спуститься в самый низ, где размещены документы, и найти документ «Количество мест для приема». Там будет табличка, где указаны все специальности, все факультеты, и последние две колоночки тот перечень вступительных испытаний, который вам нужен. Поэтому можете самостоятельно дома еще раз посмотреть, проверить. Так, какой внутренний экзамен для музыкального факультета? Обычно там музыкальное исполнительство, внутренний экзамен, программа тоже на сайте размещена, можете посмотреть. Когда будет известно, в каком формате будет проводиться вступительные испытания? Я думаю, что раз 20 июня у нас стартует прием документов, уже примерно 1 июня мы, наверное, уже будем владеть более точной информацией. Следующий этап утверждения, кстати, следующих документов 1 июня, как раз-таки будет утверждена квота целевого приема. Те, кто планирует быть целевиком, для вас это следующая дата такая важная. Так, можно ли поступить в химический с целевым? Да, можно. На любые специальности, где есть бюджет, можно будет взять целевое обучение. Но квота будет 1 июня, поэтому вы пока можете выбирать себе будущего работодателя и обсуждать условия обучения и условия договора. А ближе уже к июню мы сориентируемся, где какие будут места. Так, башкирский китайский факультет, математика, профиль рассматривается ли, да? На факультет башкирской филологии математика не была нужна, поэтому нет, не рассматривается. Так. Сколько бюджетных мест на профиль компьютерной графики и анимации, сколько стоит платная форма обучения? 10 бюджетных мест у нас на направлении, это выделено. Стоимость обучения будет утверждена тоже только 1 июня, пока можете ориентироваться на прошлогоднюю стоимость. Стоимость по дизайну, к сожалению, одна из самых высоких, не только в университете в нашем, но и по России. Там в районе 200 тысяч стоит обучение в год. Но платить можно за год, по семестрам, либо по кварталам. Как вам будет удобно, главное своевременно вносить оплату. Так, какой проходной балл в Олимпиаде? Там немножко другая система, не по проходным баллам, поэтому дождитесь результатов. Так, КМС имеет ли какое-то значение, если идти в спортивное направление? Уважаемые абитуриенты, если у вас есть какие-то достижения в области спорта, и вы собираетесь поступать в Институт физической культуры и здоровья человека, то там у нас предусмотрено достаточно много различных званий, да, которые дают вам бонусные дополнительные баллы. Например, так, у поступающего, если есть звание мастер спорта международного класса, независимо от вида спорта, то это 10 баллов. Если есть звание мастер спорта России, мастер спорта СССР, независимо от вида спорта, 8 баллов. Если есть звание кандидат в мастера спорта, независимо от вида спорта, 5 баллов. Чемпион России, олимпийские виды спорта в возрастной группе, соответствующей возрасту абитуриента, 8 баллов. Чемпион России, неолимпийские виды спорта в возрастной группе, соответствующей возрасту абитуриента, 8 баллов. Чемпион Республики Башкортостан в возрастной группе, соответствующей возрасту абитуриента, 5 баллов. Поэтому это тоже, если вы не успели, не запомнили, можно зайти тоже на сайт приемной комиссии во вкладочку «Бакалавриат» и ищите документ. Называется он «Индивидуальные достижения, учитывающиеся при поступлении». Так, следующий вопрос. Так. Значок ГТО 4 степени прибавит баллы. Здесь нужно смотреть ваши документы. Здесь тоже есть особенности учета значков ГТО. Можете посмотреть в том же документе учет индивидуальных достижений. Там расписано, как проверяется это все, ваши документы. Так, какие факультеты есть с профильным изучением английского языка? Ну, английский язык, конечно, в первую очередь изучается в Институте филологического образования и межкультурных коммуникаций. Там есть варианты получить педагогическое образование со знанием иностранного языка. Да, это учитель английский, немецкий пара в этом году. И также есть направление лингвистика, это вы будете переводчиком, там английский, немецкий, английский, французский. Также есть у нас факультет башкирской филологии, там реализуется профиль башкирский язык, английский язык.
Так, и еще забыла, кстати, в Институте филологического образования и межкультурных коммуникаций есть направление татарский язык и английский язык. И второй год мы реализуем такой пилотный, наверное, проект в Институте исторического, правового, социально-гуманитарного образования, профиль обществознание и английский язык. Второй набор уже будет в этом году. Можете туда тоже пойти. Это педагогическая специальность. Так, следующий вопрос. После колледжа юридический закончила, хотела поступить на дизайн. Вступительные экзамены внутренние могу сдать, рисунок, обществознание, русский. После колледжа, независимо от какой колледж вы закончили, вы можете поступить на любое направление, в том числе на дизайн, и вы будете сдавать наши внутренние экзамены. Поэтому есть время еще для подготовки. Готовьтесь, смотрите программу. Так. Мы отправили документы по поводу Олимпиады, стоит ли ждать ответ. Здесь нужно знать конкретно, на какую почту и что вы там отправили. Я думаю, уточним у Центра профориентации, чтобы они проверили почту и везде, где не ответили, дали ответы. Так, куда имеет возможность поехать на стажировку студент? Но здесь все зависит от того, какими языками вы владеете и какую стажировку хотите. Обычно у нас выезжают, конечно, как раз-таки филологи. Они выезжают во Францию, в Германию, по-моему, ездили, в Польшу, в Болгарию. Там очень много стран. Здесь все зависит от того, в какой период объявляется стажировка, какие условия, и уже от этого подбираются студенты. Поэтому здесь нет ограничений. Здесь нужно смотреть конкретно, какой вуз или какая организация объявила стажировку, и подходите вы туда или нет. Так, конечно, наши студенты и преподаватели на стажировки выезжают. Но единственное, сейчас вот в связи с ограничением большинство проходит в онлайн-формате без выезда, к сожалению. Так, дальше. Целевиков много, обычно на русский и литература. Так как квота еще пока не утверждалась, на направление, связанное с изучением русского языка и литературы, выделяется побольше целевых мест. В том году мы выделяли 8 мест. Они все были заполнены, конкурс там тоже был. Поэтому готовьтесь, русский язык нужно сдать очень хорошо. Так, если обмен студентами с другими вузами страны и зарубежья, да, есть, очень плотно работают по обмену со студентами с вузами Казахстана, были, ну, вообще вузы стран СНГ, но тоже все зависит от программы и если с этими вузами какие-то договоры, соглашения. Так, следующий вопрос. Целевое на хореографическое искусство есть. Здесь вопрос, пока не могу дать ответ, потому что квоту мы еще не распределяли. Если и будет, то не более 2 мест. Но точно вы узнаете 1 июня. Так, у меня не получается активироваться в Акмулинской олимпиаде, да. Так, на саму олимпиаду пройти не могу, так как пишет, что не активировано. Так, если вы только... Так, нужно, конечно, видеть текст ошибки. Попробуйте пройти регистрацию с другого ящика. Может быть, проблема в том, что, может быть, вы уже когда-то пытались зарегистрироваться на Олимпиаду, и ваша учетная запись там существует. Но я так понимаю, что пароль вы, скорее всего, не помните. Поэтому пройдите регистрацию с нового ящика и попробуйте уже выполнить задание. Так. До какого числа будет прием документов для заочного отделения? Все сроки у нас в правилах приема. Я сегодня пока на сроках не акцентировала внимание, потому что сейчас главный у вас выбор ЕГЭ. Мы еще проведем несколько дней дверей, который уже будет посвящен конкретно нюансам поступления, конкретно уже по вопросам подачи документов, какие ошибки бывают в этом процессе. Вообще обычно... Прием документов на заочное отделение по внебюджету достаточно продлен, гораздо продлен, чем по бюджету на очную форму обучения. Там обычно разница даже целый месяц бывает. Так, следующий вопрос. Можно ли подробно про целевое обучение, куда обратиться в администрацию города Ли? Если вы хотите стать целевиком и не знаете, куда обратиться, то город Уфа набирает как раз-таки абитуриентов, которые хотят быть целевиками, и будет с ними заключать эти договоры. Если вы хотите стать таким целевиком, вы можете написать на нашу почту приемной комиссии bspu.pk@mail.ru письмо. Опишите, кто вы, откуда вы. Например, Иванов Иван Иванович, там,
ученик 11 класса какой-то там школы района, хочу быть целевиком на такое-то направление. И ваш контактный телефон, либо какой способ связи с вами для вас более удобный. Мы передадим в администрацию города Уфы, они с вами свяжутся и уже объяснят, кто им нужен, какие условия у вас будут. Это вы уже с ними там будете решать, когда будете составлять договор. Поэтому можете написать в теме письма «Заявка на целевое». Мы обязательно передадим. Так, и следующий вопрос. Так, после колледжа на дизайн сдавать академический рисунок, основы композиции и тест по русскому. Так, здесь смотрите, после колледжа на дизайн у вас экзамены, немножко вы чего-то перепутали. Русский язык это однозначно будет. Также у вас общество знаний. После колледжа... все правильно, да, все правильно, вы после колледжа. У вас русский язык, академический рисунок и основа композиции, да, все верно. Программы тоже уже должны висеть на сайте, посмотрите, уже готовьтесь. Так, можно ли будет поступить дистанционно, а потом приехать обучаться в колледж? Прием документов дистанционный у нас уже 3-й год реализуется. Можно, не выезжая из дома, спокойно подать документы. Что вам нужно будет для этого сделать? Вам нужно будет отсканировать ваши все документы. Это желательно сделать в цветном виде, в читаемом обязательно. Некоторые сканируют так, что при увеличении не видно даже текст, поэтому очень внимательно отнеситесь к технике. И можно будет подать онлайн, вы зарегистрируетесь, с 20 июня только будет открыт доступ в личный кабинет абитуриента, вы зарегистрируетесь, создадите свой личный кабинет, прикрепите все документы, выберите те специальности, на которые вы будете поступать, и вам не нужно будет приезжать совершенно для этого. Единственное, пока не можем сказать точно, как будут проходить экзамены очно или дистанционно. Если еще и экзамены будут дистанционно, то тут вообще вам, в принципе, приехать нужно будет только на учебу. В колледже, кстати, уважаемые абитуриенты, те, кто планирует поступать в колледж поступаем без ЕГЭ, там учитывается средний балл аттестата. Единственное, есть специальности, на которых есть дополнительный экзамен. Это физическая культура, там тоже сдаются нормативы, это рисунок, там вы тоже сдаете рисунок, и это, по-моему, музыкальное образование специальность, там дополнительно тоже творческий экзамен. На все остальные специальности только средний балл аттестата, только конкурсная ситуация, никаких экзаменов сдавать не нужно. Так, что нужно для регистрации на Олимпиаду? Нужно зайти на сайт Олимпиады, начать процесс регистрации, выбрать предмет и уже решать свои задания. Посмотрите, там все указано, это нужно на сайте Олимпиады смотреть подробно. Так. Вот, так раз-таки Арина с другого ящика пыталась зарегистрироваться, пишет, что уже невозможно зарегистрироваться, такое ФИО уже есть. Так, напишите, пожалуйста, на ящик приемной комиссии полностью имя, фамилия, отчество и какой предмет вы выбрали для прохождения. Сейчас попробуем связаться с директором Центра профориентации, чтобы он посмотрел на сайте, что у вас там творится. И попробуем помочь вам все-таки зарегистрироваться и пройти Олимпиаду. Так, ну я так полагаю, что вопросы уже закончились. Так, нет, не закончились. Следующий вопрос у нас: из чего состоит вступительный экзамен рисунок? Здесь вам нужно открыть программу вступительного испытания и посмотреть требования и какие там примеры задания и что, как будет проходить, там тоже все расписано. Ну, на этом, я думаю, можно уже завершать. Большое спасибо всем, кто присоединился к нашему эфиру. Большое спасибо за вопросы. Надеюсь, я ответила на все вопросы. Если они остались, можете писать на почту приемной комиссии, можете нам звонить. Мы обязательно поможем вам, ответим на все ваши вопросы. Я желаю вам удачного выбора профессии и правильного выбора предметов для ЕГЭ, чтобы у вас все сложилось. Ну и до встречи на следующем дне открытых дверей. До свидания.